День за днем наши корреспонденты следят за развитием событий в Якутии и за ее пределами. Настало время подвести итоги недели. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы недели. Якутия сделала свой выбор. Трехдневные выборы на территории республики прошли открыто и честно. ЦИК подвел итоги голосования. Порядка 30 соглашений и 130 миллиардов рублей инвестиций. На Восточном экономическом форуме Якутия показала себя во всей красе. Озвучим итоги ВЭФ. Продовольствие 2023. На Комсомольской площади Якутска стартовала выставка «Ярмарка». Свою продукцию представляют фермеры со всех уголков Якутии. Старт театральных сезонов. Русский театр гастролировал в Мирном, а театр оперы и балета подготовил сюрприз. Расскажем подробности. В спортивном комплексе «Триумф» завершились всероссийские соревнования по боевому и спортивному самбо. Мероприятие посвятили памяти героя России Александра Рыжика. Якутия сделала свой выбор. Трехдневные выборы на территории республики прошли открыто и честно. Так отметила региональная избирательная комиссия и утвердила итоги голосования подписанием протоколов. 238 432 избирателя Якутии отдали свой голос за Айсена Николаева. Это 75,78%. Айсен Николаев в следующие 5 лет продолжит руководить республикой. Также по итогам единого голосования утвержден новый состав Госсобрания Илтумен. Сегодня уже подписываем протоколы на выборах на главу и на народных депутатов. Всего, явка избирателей 48,80%. Это хорошая явка. Никаких больших нарушений, жалоб, практически не было. Поэтому мы считаем, что выборы прошли, нормально. И, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить всех, членов территориальных избирательных комиссий, окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий за прозрачную, за преданную работу. На основании решения Якутской городской территориальной избирательной комиссии также подведены итоги муниципальных выборов. Явка на территории Якутска составила 41,35%. На основании протоколов окружных избирательных комиссий Якутская городская территориальная избирательная комиссия признала выборы депутатов Якутской гордумы состоявшимися и действительными. Избраны 30 депутатов Якутской городской думы. Осуществлено следующее распределение мандатов. По пропорциональной системе выборов. Единая Россия – 8, КПРФ – 2, партия «Новые люди» – 2, ЛДПР – 1, Справедливая Россия за правду – 1, Коммунисты России – 1. По мажоритарной системе по 13 округам победили представители партии «Единая Россия», по 2 округам 2 кандидата, выдвинутые самовыдвижения. В период проведения многодневного голосования серьезных нарушений, повлиявших бы на волеизъявление избирателей, не выявлено. Инаугурация главы Якутии пройдет 27 сентября. У нас традиционно после сентябрьских выборов вступление в должность всегда приходится на 27 сентября, день государственности нашей республики. Раз в 5 лет это все совпадает, сказал Айсен Николаев. Порядка 30 соглашений и 130 миллиардов рублей инвестиций. Также масштабирование опыта республики на другие регионы страны. Вот итог работы Якутии на полях Восточного экономического форума этого года. Причем соглашения, подписанные на ВЭФ, обширные и касаются разных сфер жизни региона. Подробности в материале Петра Васильева. ВЭФ – это прежде всего форум экономический. Соответственно, большая часть встреч и соглашений традиционно посвящена развитию экономики, промышленности, привлечению инвестиций и улучшению качества жизни в макрорегионе. Так, например, по одному из них около 38 миллиардов рублей направят на строительство микрорайона «Спортивный» в Якутске. Более того, эту сумму расширят за счет строительства в будущем микрорайоне социальных объектов. Подписанное соглашение – огромный вклад в развитие давно уже признанных аварийными домов 17
17-го квартала. Данный вопрос, конечно, решался очень давно, и очень нужно это, конечно, для жителей не только 17-го квартала, микрорайона спортивный, но и вообще для жителей в целом. В целом, более половины от суммы заключенных Якутией соглашений направят на реализацию мастер-планов городов. Им в этом году уделили на полях форума особое внимание. Внедрение мастер-плана в Мирном, Нерюнгри и Якутске позволит улучшить качество жизни горожан и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие. Причем мощный импульс развитию Якутска даст строительство мостового перехода через Лену, получившее поддержку на самом высоком уровне. В городе Якутске очень активно идет реализация проектов по комплексному развитию территорий и по проектному финансированию жилищного строительства. Основным инвестиционным партнером выступает госкорпорация Дом РФ. Поэтому нам очень важно взаимодействие с ним. Это первое. Второе. Мы прорабатываем вопрос с госкорпорацией сегодня необходимости строительства маневренного жилого фонда на территории города Якутска для предоставления жилья незащищенным категориям граждан, ожидающих по переселению. Развитие промышленности в регионах остается под особым вниманием. Среди важных соглашений этого года можно отметить подписание с Росатомом, Селекдаром, а также уже создающуюся историю Кючуского горно-промышленного кластера. Более того, к 2028 году на проектные мощности выйдет комплекс по производству гелия, который создадут в Мирнинском районе Якутии. Это более 30 новых рабочих мест, почти 3 миллиарда рублей инвестиций и новые экспортные маршруты. Если у нас промышленность фундамент экономики, то геологоразведка – это основа. И мы как раз обсуждали вот этот эффект от обращения главы к президенту. Это далее, когда министр природных ресурсов встретился с президентом, обсудил перспективы, возможности и эффекты вложения в геологоразведку в нашу Якутию. Это речь президента, где говорилось о необходимости увеличения вложений в геологоразведку и потенциальном эффекте. И вот с этого начался как раз наш форум. О том, что более 90 объектов для изучения, что эффект для республики, для страны более 2 триллионов рублей. В условиях разворота страны на восток особенно важно уделять внимание развитию партнерских и побратимских отношений со странами АТР. В этом году Якутия на полях ВЭФ подписала соглашение о сотрудничестве и провела ряд встреч с представителями Лаоса, Вьетнама, Китая и Индии. Так, например, с последней республика планирует сотрудничество в научно-культурном плане, а также в области добычи алмазов. Город Сурат – это центр алмазогранильной промышленности Индии. Мне кажется, тут очень символично, что наша алмазная республика и крупнейшая алмазоперерабатывающая тоже провинция, штат Гуджарат, вот такие соглашения заключат. И, конечно же, наши индийские партнеры также заинтересованы в продолжении совместной работы именно в алмазогранильной отрасли. Международные спортивные игры «Дети Азии» стали одним из основных проектов, представленных на полях форума в этом году. Презентация масштабного проекта и участие в деловой программе стали подспорьем для дальнейшего развития детского спорта и поддержки юных спортсменов. За национальную и культурную репрезентацию Якутии, как и прежде, отвечал павильон республики на выставке улицы Дальнего Востока. Он вобрал в себя и традиционные якутские асоха и хамус, и выступления артистов балета, и показы якутского кино. Все, что принято называть визитной карточкой нашего региона. Наша делегация привезла все самое лучшее, что есть у нас в культуре и искусстве. Мы привезли, естественно, региональную программу. Естественно, артисты филармонии, артисты театра эстрады, хамус, традиционный театр Аланхо. Как отметил глава Якутии Айсан Николаев, ВЭФ 2023 – это своего рода подведение итогов большой кропотливой работы с инвесторами, госкорпорациями, федеральными органами власти по реализации крупнейших проектов, которые меняют Якутию прямо на глазах. При этом мы в последнее время добились уже того, что все соглашения с конкретными суммами, которые мы здесь подписываем, мы их обязательно реализуем. И сейчас мы подписали порядка 30 соглашений на общую сумму около 130 миллиардов рублей, и они самые разные. И, безусловно, все они имеют очень большое значение для экономики, для жителей нашей республики. Так завершился для Якутии Восточный экономический форум 2023. Впереди самая важная и главная задача – реализация всех намеченных планов и договоренностей для поэтапного и всестороннего развития республики. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Лилия Уваровская, Илья Сыромятников. Якутия. День за днем. Сейчас короткая пауза, вскоре мы вернемся и продолжим программу.
Это Якутия день за днем. Мы продолжаем. В селе Хатыстыр Алданского района открыли памятную табличку Петру Корнилову, офицеру боевых действий, погибшему при выполнении боевых задач. Табличка установлена на фасаде дома, в котором Петр вырос. На церемонии присутствовала Татьяна Вахнина. Эти фотографии запечатлели жителя села Хатыстыр Петра Корнилова с супругой и сыновьями Саяном и Артемием. Петру всегда будет лишь 36. В июне 2022 он героически погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области. Сентябрьским днем состоялась церемония открытия мемориальной таблички, установленной на фасаде дома в селе Хатыстыр, в котором прошло детство Петра. Весь его жизненный путь – это путь настоящего мужчины, воина, исполнившего свой воинский долг до конца. Открытие мемориальной доски будет служить памяти о Петре среди земляков и помогать нам в воспитании молодежи в духе любви к нашей Родине. Биография Петра поистине героическая. Ветеран боевых действий, в прошлом он не единожды бывал в командировках в Северо-Кавказском регионе. Со спасением людей всегда была связана профессиональная деятельность и вне воинской службы. Петр оказался в рядах тех, кто первым откликнулся на участие в операции, объявленной президентом России в феврале 2022 И сказал, что кто же, если не мы? Мама, ты хочешь, чтобы срочники поехали воевать? Лучше будем воевать мы, поедем, с опытом ребята. Деятельный, неравнодушный, общительный и всегда готовый помочь. Именно таким он остался в памяти тех, кто его знал. Поддержать близких и воздать дань уважения герою пришли жители села и члены общественных организаций, друзья детства, коллеги, однополчане и школьные учителя Петра. Петр был, конечно же, замечательным мужем и отцом. Он был очень отзывчивым, поэтому по зову сердца он сразу же откликнулся на такую ситуацию и принял в ней участие, поскольку он никогда не мог оставить в стороне людей, попавших в трудные ситуации. Посмертно Петр был награжден Орденом Мужества. Подвиг героя неизмерим. Его отвага и самоотверженность – достойный пример для юных поколений. Установить на фасаде дома мемориальную табличку близким Петра было предложено главой Белецкого наслега. Сказал, что это нужно вообще-то для военно-патриотического воспитания вообще молодежи. Не только нашего села, Белецкого наслега, но всей Якутии, всей России. Сейчас власти и активисты села продумывают идею об увековечении памяти военнослужащих уроженцев наслега, которые погибли в горячих точках. Предполагается, что в будущем в Хатыстыре появится мемориальный парк. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, село Хатыстыр, Алданский район. Продолжается планомерное предоставление мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей. Особое внимание уделяется детям военнослужащих. В детских садах отменена оплата за присмотр и уход. Предоставляют бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. В школах с 5 по 11 классы организовано бесплатное питание. Дети участников спецоперации при поступлении в средние и высшие учебные заведения идут в приоритетном порядке, а после зачисления получают повышенную стипендию. Также сами военнослужащие пользуются правом приоритетного зачисления в учебные заведения. 12 военнослужащих теперь станут студентами, в том числе 3 среднего профессионального образования и 9 военнослужащих станут студентами высших учебных заведений республики. Работа по предоставлению мер поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей в республике продолжается. Стартовал второй республиканский конкурс «Тепло.рук» по пошиву специальной военизированной одежды участников спецоперации. Первый конкурс был проведен в июле этого года в Татинском Улусе. Приняли участие 11 команд из 5 районов. Организатором выступил добровольческий швейный цех женщин-матерей Якутии. Сейчас принимает участие 12 команд из 11 районов, всего 94 участника. Конкурс начался 1 сентября и продлится до 18 числа. Республиканский конкурс посвящен Году труда в регионе. Я лично возглавляю рабочую группу по снабжению наших участников специальной военной операции на Украине. И, конечно, мы очень, как говорится, благодарны этому движению. Лично Ирине Егоровне Савиной, которая является инициатором данного движения. Ну и в целом волонтерское движение в Якутии очень сильно. И сегодня, во время специальной военной операции,
когда, конечно, наши военнослужащие должны чувствовать надежный тыл. В этом плане я считаю, что Якутия старается максимально отрабатывать, в том числе таким путем. А тамотские мастерицы и Совет ветеранов помогают бойцам спецоперации, плетя маскировочные сети по особой технологии, перенимая опыт у Алданского совета пенсионеров. Помогают Совету ветеранов не только волонтеры, мастерицы и мастера, но и подростки, бойцы юнармии. При поддержке алданского руководства Всероссийского союза десантников эти сети попадут напрямую на линию соприкосновения. Было объявление дано по WhatsApp, что собираемся. И вот если в общей сложности посмотреть, вот так вот я прикидку сделала, через вот это у нас прошло 35 человек. Мастерицы из Алдана, 4 их направила Елена Сергеевна. И вот провели мастер-класс. На этом мастер-классе вот и присутствовали ребята-юнармейцы и все наши, неравнодушные люди. Сегодня очень волнительный день у нас. Вот энное количество сетей, изготовленных нашими пенсионерами, инвалидами, ветеранами. Мы передаем ВСУ на передовую нашим ребятам, которым мы желаем, чтобы они вернулись живыми, здоровыми домой. Будет передача маскировочных сетей, которые пойдут на СВО. Помощь нашим ребятам, которые служат там. У нас с нашего союза десантников с Алдана 2 уже пришли с СВО, и 4 еще находятся там. Но это наше поколение, наши молодые парни, которые занимаются у нас подготовкой и военно-патриотическое дело, и военное дело. Победа будет за нами! Идем далее. В России регистрируют первые случаи заболевания гриппом. Подъем заболеваемости ожидается в конце года. Он будет средней интенсивности. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в этом году наблюдается более раннее начало сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом. Почти 45% всего необходимого объема вакцины от гриппа уже поставлено в регионы, и прививочная кампания набирает обороты. В регионы поставляется преимущественно 4-валентная российская вакцина. С заботой о здоровье в республике уже идет вакцинация от сезонных заболеваний. Врачи настоятельно рекомендуют не относиться к этому процессу с пренебрежением и соблюдать календарь прививок. Подробности узнаем в сюжете Марины Захаровой. В осенний сезон ожидается увеличение заболевания гриппом, поэтому в августе-сентябре крайне важно от него привиться. Врачи также настоятельно рекомендуют не пропускать и остальные вакцины, прописанные в национальном календаре. Дети с рождения у нас уже начинают вакцинироваться в роддоме. Это БЦЖ, гепатит Б и так далее. В месяц повторная вакцинация от гепатита Б, а также в 3 месяца, 4,5 месяца, в 6 месяцев это прививка комплексная коклюш, дифтерия, столбняк и так далее. Все, что в декретированные сроки указано в национальном календаре профилактических прививок. Прививки обязательно нужно получать. За прошедший месяц в детскую инфекционную больницу госпитализировали порядка 20 детей с диагнозом подтвержденный коклюш. У большинства отсутствовала вакцинация согласно календарю прививок, а также у некоторых детей не были вакцинированы мамы. Та же ситуация наблюдается с гриппом. У нас идет тенденция повышенного заболеваемости коклюшем. Дети, которые когда-то отставали от графика, по каким-то причинам не получили прививку, или дети маленькие, сейчас они попадают к нам в стационар с таким заболеванием, как коклюш, который может сопровождаться осложнениями. Это пневмония, апноэ, это задержка дыхания, сильный приступообразный кашель. У ребенка страдает сон, страдает самочувствие. Стоит помнить, что инфекции циркулируют среди населения на постоянной основе. Вакцинальные инфекции никуда не исчезают. Они постоянно циркулируют в популяции. Мы поставили вакцину, и поэтому мы переносим их легко, либо являемся просто переносчиками бессимптомными. А болеть будут непривитые или незаконченным календарем прививок. Мы живем уже в ту эпоху, когда мы забыли, что люди погибали от инфекционных заболеваний, что от коклюша бывали кровоизлияния в глаза, что от кори дети тоже погибали. Сейчас это обычные заболевания, да? Потому что мы имеем иммунитет. Все мы, кто взрослые особенно, кто в 80-е и в 90-е прививались и получали полностью вакцинальный календарь, даже при условии, что они не получали ревакцинацию, в той или иной степени защищены.
У каждой вакцины есть противопоказания, поэтому необходимо проконсультироваться с педиатром. Причинами переноса или запрета на вакцинацию являются острые аллергические реакции на компоненты прививки и фоновые хронические заболевания. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Пора подумать о профилактических мерах. Медицинский осмотр, а также дополнительные методы обследования можно пройти в рамках плановой диспансеризации. Диспансеризация проводится один раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно в возрасте 40 и старше. Врачи рекомендуют не пропускать профилактические мероприятия, так как они помогают выявлять возможные проблемы, заболевания и факторы риска их развития на ранней стадии. Так, например, Якутская городская больница номер 3 очень серьезно относится к проведению диспансеризации, обязательно напоминая своим пациентам своевременно проходить медосмотры. В диспансеризацию входит анкетирование, расчет антропометрии, общий анализ крови, определение холестерина, глюкозы, онкоцитология у женщин, осмотр акушера, ЭКГ, ФЛГ, измерение внутриглазного давления 40 лет, определение сердечно-сосудистого риска, по возрастам определение кала на скрытую кровь, маммография 40 лет, определение ПСА, анализ. В Якутии состоялся 4-й съезд терапевтов республики. С международным участием съезд посвятили 150-летию со дня рождения выдающегося русского терапевта Семена Зимницкого. О программе расскажем в сюжете. В программе конференции представлен широкий спектр вопросов лечения и диагностики, а также передовой опыт российских и зарубежных коллег. Участники получат возможность обменяться опытом, узнать о последних достижениях в сфере терапии и обсудить проблемы, связанные со многими заболеваниями. Кроме того, участие специалистов из России и других стран позволит расширить горизонты и углубить знания в области клинической медицины. Такие мероприятия очень полезны в том плане, что не каждый врач может выехать за пределы, скажем, Якутии, да, и пройти обучение, или все-таки в онлайн-режиме обучения оно не то. Все же очный формат, он является наиболее доступным, легко усвояемым материалом. То есть на съезде будут представлены самые новейшие клинические рекомендации по диагностике лечения, диагностике и лечения внутренних болезней. То есть мы узнаем самые современные тенденции в терапии внутренних болезней. На протяжении 2 дней на 4 площадках будут презентованы наилучшие практики лечения и профилактики самых распространенных заболеваний, таких как ожирение, остеопороз, язвенные заболевания внутренних органов, сердечно-сосудистые болезни и другие. К примеру, в Якутии в последние годы растет статистика заболевания сахарным диабетом. В докладе на эту тему будут представлены особенности диабета 2-го типа в якутской популяции. У нас будут затронуты темы самоконтроля сахара в крови. Мы озвучим сегодня какие цифры по распространенности сахарного диабета. Также будем говорить о суточном мониторировании глюкозы, о ведении пациентов с коморбидной патологией при сахарном диабете, о тех внедренных, но тем не менее новых методах, которые уже возымели какой-то эффект, и мы имеем какой-то опыт, с которым можем поделиться. Количество участников конференции составило более 600 специалистов очно, а онлайн-формат собирает более 1000 медицинских работников. Организатором мероприятия выступает Министерство здравоохранения республики, а также Якутское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. В скором времени мы вернемся, не переключайтесь. Продолжаем программу. Жители дома по улице Рабочая, 3 в Ленске негодуют. Несколько квартир при опрессовке системы отопления залило водой. Кто виноват в беде проживающих в этой многоэтажке, предстоит разобраться. У всех своя правда. Только страдают от нее 67 семей, которые остаются до сих пор без тепла.
С середины сентября ночами температура на улице понижается уже до 0, а жители дома по улице Рабочая, 3 до сих пор не подключены к теплу. Причиной тому стал ремонт системы отопления, который начался как раз перед началом отопительного сезона. Почему так поздно, мы спросили у подрядчика. Прошлый год сказали, делайте и теплее, и радиатор повесьте. Остальные в этом году мы долго так затянулись, потому что летнее время половины народа нету. В отпусках, на разъездах, дачах, отпуск в квартирах нету. Вот только начали допускать нас в квартиры, поэтому мы задержались. Практически во всех квартирах на момент опрессовки системы были срезаны все регистры и трубы. При подаче воды несколько квартир залило грязной ржавой водой, которая лилась и сверху, и снизу, с сильным напором воды, смывая всю на своем пути. Сегодня дали опрессовку. И вот что творится. Это у меня 3-й этаж. У меня все мокрое, все у нас полы вздыбились, потому что все это, и вся мебель, все замочено после вчерашнего. Да? Мы живем, а куда нам уходить? Я зашла в квартиру, тут 2 сантиметра воды, во-первых, на полу, линолеум подсплыл, а вода хлестала вот с той трубы. Ну, тут тоже на видео все есть, как бы. Там наверху я еще даже не лазила, не протирала, там вся ржавчина, и вот это вот, мне вчера уже не до этого было, силы уже не было. Оказалось, что на момент проведения опрессовки системы отопления заглушка в дом была не перекрыта. Вина управляющей компании со своей стороны, да, в плане того, что, значит, паспорт готовности на этот дом не подписан с учетом производства работ. Соответственно, тепло нельзя было сюда запускать, а узел учета находится в ведении управляющей компании. Ключи от узла учета у них. Представители управляющей компании не согласны с обвинениями. О том, что в доме идет ремонт, рассказывает Алена Анатольевна, они не были уведомлены. 18 августа неизвестным нам подрядчиком был осуществлен срез труб системы отопления в квартирах, который в свою очередь не завершил ремонтные работы. Причиной аварийной ситуации МКД по адресу улица Рабочая, дом 3А стало холодное и недобросовестное отношение подрядной организации и представителей муниципального образования город Ленск, которые недолжным образом отнеслись к проведению запланированных ремонтных работ. В результате, пока все перепираются и ищут виновного, жители 10 квартир до сих пор сушат вещи и мебель. И всем домом ждут, когда же их подключат к теплу. Сегодня подрядчик наконец-то приступил к работе, обязуется закончить к концу сентября. Пока просит жителей быть терпимее. Под контролем этот вопрос держит заместитель главы города Илья Крамынин. Еще больше ужесточу контроль за действиями подрядчика. Ежедневно мы будем с ним проговаривать ход производства работ. Вот. А касаемо жильцов, которые не пускают в свои квартиры подрядчика, соответственно, мы им направим уведомление или отберем у них заявление о том, что они несут полное бремя самостоятельной ответственности за прохождение в данном отопительном сезоне. Пострадавшие жители обратились к городским депутатам за помощью. Также готовят документы для подачи в суд. Ведь кто-то должен нести ответственность за произошедшее и компенсировать людям понесенный ущерб. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгри начала работу программа «Защищенный город», которая помогает раскрывать преступления и обеспечивать сохранность объектов благоустройства. Подробности реализации программы в материале Ивана Лазаренко. Программа «Защищенный город» направлена на обеспечение безопасности жителей и гостей города Нерюнгри. В первую очередь постоянным наблюдением обеспечены общественные пространства, места частого пребывания людей, дворы многоквартирных домов и общежитий, темные зоны. Там, где по статистике МВД наиболее часто бывают криминальные проявления. Мы прекрасно понимаем важность этой программы. Было установлено 80 камер на различных объектах, на различных домах в городе Нерюнгри. Программа будет продолжена. Около 250 камер будут установлены по всему городу. Эти камеры направлены на создание безопасности. В городе Нерюнгри у нас действительно большое количество приезжих, мы им радуемся. Но хочется, чтобы люди все нерюнгринцы, коренные и приезжие, в том числе, жители себя чувствовали комфортно. Монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения осуществляют специалисты компании «Лифтремонт». Видеокамеры производят круглосуточную видеозапись, и по запросу компетентных органов любая видеозапись событий может быть предъявлена для изучения. Все объекты были согласованы с отделом МВД города Нерюнгри. То есть это такие проблемные места, где часто совершаются преступления. То есть это общежития, такие вот деревяшки, где у нас находятся, то есть жилфонд, скверы, парки, все, мы как бы это все контролируем. Бытовые, жизненные, да, ситуации случаются, где-то машину кто-то стукнул во дворе,
То есть люди приходят, спрашивают по заявлению, то есть по письменному обращению, выявить виновника. Реализация программы «Защищенный город» рассчитана на 3 года. И результатом ее выполнения обеспеченность территории города Нерюнгри постоянным видеонаблюдением составит не менее 90%. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. С каждым годом в школы приходит все больше молодых специалистов, готовых связать свою жизнь с профессией педагога. В преддверии Дня учителя наша съемочная группа побывала в школе номер 10 города Якутска и встретилась с молодыми педагогами. Арина Григорьева работает учителем всего 2 недели. К этой профессии девушка шла с 8 класса, и ее в этом решении поддержали родители. Малыши с 1 по 5 класс с азартом и благодарностью принимают новые знания, а сама педагог признается, что самое ценное в уроках – это реакция детей. Очень интересно. Дети все очень творческие, раскрепощенные, отвечают на вопросы, выражают свое мнение. Очень интересные ответы у них всегда. Я на уроках стараюсь с детьми поменьше писать. Мы больше общаемся, обсуждаем музыку, поем, играем музыкальные игры. Учитель – это очень важная профессия, потому что мы, получается, создаем наше будущее. Дети – это наше будущее. Мы обучаем их нравственности, не только даем им какие-то общие основные знания, но при этом учим их, как существовать в обществе и что сделать, чтобы наше будущее было светлым. Виктория Бурдакова тоже мечтала стать учителем с раннего детства. Главным примером для нее всегда была и есть ее мама. Девушка признается, что не представляет себя в какой-то другой профессии. И уже 3-й учебный год Виктория Вячеславовна учит великому и могучему своих любимых учеников и ни минуты не жалеет о своем выборе. В работе с детьми мне очень нравится их отдача эмоциональная. Мне очень нравятся их горящие глазки, когда они понимают новую тему, когда они ее усваивают, когда я доношу до них то, что я хочу преподнести им. Это самое главное. Если не любить эту профессию, если не любить детей, то смысла в этом нет. Я люблю свою работу, я люблю детей, я люблю с ними работать, я люблю давать им знания. Ну а самые благодарные слушатели – это, конечно, ученики. Если честно, да. Они милые, добрые, красивые, с ними, правда, приятно учиться. Весело тоже. И интересно. Мне очень нравится. В стране уделяется особое внимание престижу профессии педагога. Для молодых специалистов создаются жилищные условия, предлагаются различные программы, такие как «Земский учитель» или «Учитель Арктики». И, как показала практика, это работает. С каждым годом в школы приходит все больше молодых специалистов, готовых связать свою жизнь с этой благородной профессией. Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Якутск. Старт в космос. Юные победители 5-й республиканской олимпиады среди школьников завершили образовательную программу в подмосковном звездном городке. Основная цель поездки – популяризация аэрокосмических профессий. Делегацию школьников из Якутии представляют 11 ребят из 4 улусов и Якутска. Школьники посетили орбитальный комплекс «Мир», космический корабль «Союз», демо-центр оборонно-промышленного концерна «Алмаз-Антей», центр управления полетами в городе Королев. Занятия, полеты на тренажере Як-42 в летной школе «Авиатор». 2018 года в Олимпиаде «Старт в космос» приняли участие 1400 учащихся. Из них финалистами этого года стали 59 школьников. Всего за эти 5 лет, нынче была 5-я Олимпиада, участвовало более 1400 детей. В этом году, например, участвовало на улусном этапе 400 детей, и на заключительном этапе участвовало 59 детей. И победителей и призеров этой Олимпиады мы вывозим, организуем для них поездки на космодром «Восточный» и в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке Московской области. И, как говорят организаторы программы, экскурсоводы, они очень похвалили наших детей, потому что отметили, что у них обширные знания. Кроме этого, они задают очень много вопросов, и детям очень нравится программа, потому что она очень познавательная, очень интересная. И, можно даже сказать, что дети в восторге. Первый раз в 8 классе я поехал вместе с победителями в космодром «Восточный». Там мы лицезрели запуск ракеты.
Больше всего мне понравился тренажер по стыковке российского сегмента станции МКС. Я бы хотел поступить в Московский вуз гражданской авиации, и если получится, то обязательно постараюсь стать космонавтом. Почти 99% от плана выполнено по кормозаготовке. На 14 сентября заготовили 453 704 тонны сена. Работа по заготовке продолжается. В улусах на отдаленных участках работают мобильные бригады. Районам рекомендовано усилить работу по выполнению плановых показателей заготовки кормов путем сенокошения всех отдаленных свободных сенокосных угодий. Заготовка грубых кормов, объем заготовки сегодня составил свыше 453 тысяч тонн. Мы выполнили 99% от годового плана. Это хороший показатель. Если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году у нас было чуть меньше 400 тысяч тонн. Тем не менее, мы зимовку перешли в нормальных условиях в прошлом году, поэтому для хорошей зимовки у нас грубые корма сегодня считаем, что имеется. В 8 муниципальных районах и в городе Якутске план перевыполнен. У овощеводов Якутска продолжается массовый сбор урожая. По их словам, в этом году урожай достаточно хороший. Так, хозяйство Халилило Абдужаборова посадило на 20 гектарах картофель и на 15 гектарах капусту. Сейчас работники, начиная с раннего утра, собирают капусту для засола. С 1 гектара получают 15 тонн, и на сегодняшний день собрали 62 тонны капусты. Опытный овощевод выращивает разные сорта вблизи поселка Жатай уже 10-й год. Капуста 18 тонн соберем из 1 гектара. Секретности нету никакой. Все работа надо вовремя сделать и на технику посадить. Вручную, когда посадите, это капуста неделю теряет. За один день гектар собираем, где-то 15 тонн собираем, 18 тонн. Да, раньше АТС работал. Я открыл ИП 2010 года. Уже 15 лет больше работаем тут. А на Комсомольской площади столицы стартовала республиканская выставка-ярмарка «Продовольствие 2023». Свои товары представляют более 100 производителей, фермеров и поставщиков со всех районов, а также республиканские агрошколы. Подробнее о ярмарке узнавала Амрафирина Алексеева. Одно из главных событий осени – выставка-ярмарка продовольствия. В этом году мероприятие предстало в новом формате. Так, помимо продаж и выставок, ярмарка будет включать мастер-классы, дегустации, демонстрации новых продуктов, выставки и даже концертные программы. На прилавках выставлена самая свежая продукция. Это парное мясо. Специально для ярмарки забой молодняка произведен на днях. Средняя цена – 850 рублей. Северная рыба последнего улова – чир – 500 рублей, омуль – 470, ряпушка и караси – 350, нельма – 1200 рублей за килограмм, сливочное деревенское масло – 1000 рублей. В целом посетители очень оценили ассортимент и цены продукции. Можно здесь выгоднее все взять, более-менее, чем в магазинах. Бывает все старое, такая рыба, все, а тут все свежее. Очень понравилось. Все свежее, много всего. Местное, оно всегда лучше. Оно ближе к себе. И надо продвигать и выводить все это на новый уровень. Что я купила? Я купила тушку индюка, купила печень говяжью и капусту квашеную из агрошколы Чарапча. Дети уже с малолетства растут трудолюбивыми. Они никогда и нигде не пропадут, потому что они будут уметь все. И ведь действительно агрошколы ничуть не уступали ассортименту и производству предприятия. К примеру, Тулагинская школа привезла на продажу окорочку, полуфабрикаты и молочную продукцию. 3-4 год занимается индюками и бройлерами, уже, скажем так, на более масштабных, на серьезном уровне. И нынче мы уже представили 3 разных колбасы из них, снеки, и мясо получается. За прошлый год как раз-таки занимались просто выведением птиц, нынче уже на производство пошли. Получается, наши дети сейчас будут учиться, начиная от логистики, оканчивая до уже конечного продукта и до продажи.
Более 200 учащихся от 14 лет трудоустроены в школе и трудятся за заработную плату. Получается, уже привыкают к финансовой грамотности, они уже сами тратят свои же личные заработанные деньги, они не просят у родителей и спокойно себя к школе одеть, и не только в школу, просто на карманные расходы и все такое прочее, на все хватает. Со слов ребят, зарплата – это отличный бонус, но самое главное – это физический труд и, конечно же, экологически чистый продукт. Для чего это нужно? Это для того, чтобы все стояло на высшем уровне, чтобы все было экологично, чтобы продукция была только экологичная, без никаких добавок, без ничего этого. Мне что это дало? К чему-то, что во взрослой жизни я уже буду к всему этому готов, не буду ни в чем не нуждаться, ни в какой помощи, я уже буду готов сам это все сделать. Посетить ярмарку можно с 10 до 19 часов до 24 сентября. В программе также запланированы круглые столы, где эксперты поделятся своим опытом, а лучшие продукты примут участие в конкурсе качества. Завершится мероприятие традиционными конными скачками, которые пройдут на ипподроме Арктического государственного агротехнического университета. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Далее короткая пауза. Вскоре мы вернемся. Это «Якутия. День за днем». Мы продолжаем выпуск. Труппа Русского театра в составе 50 человек находилась на гастролях в Мирном. В этом году репертуар гастролей подобран таким образом, чтобы охватить все вкусы и предпочтения зрителей. Артисты в течение недели показали зрителям алмазной столицы спектакли «Капитанская дочка», «Часы с кукушкой», «Слишком женатый таксист» и «Контервильское привидение». Гастроли прошли с большим успехом и были тепло приняты мирницами. Мы шли правильным курсом, мы все правильно делали, и результат, вот он. Сегодня мы здесь, на площадке Мирнинского театра, и фактически вот весь зал, который, как выясняется, большая редкость, когда был заполнен полностью. Вот сейчас ставим даже дополнительные места. Вот и все. Так должно быть постоянно. Это не то, что мы такие красивые, такие хорошие. Нет, это должно быть у каждого театра. У театра должен быть зритель. А здесь зритель есть, поверьте мне. В Театре народов Севера открывают 10-й сезон. Театр создан на базе народного ансамбля «Гулдун». Юбилейный репертуар в этом году обещает быть очень интересным и насыщенным. Подробнее в сюжете. Театр народов Севера действительно уникальный. В России он один находится в Якутске, а в мире их два, второй находится в Норвегии. Спектакли ставят на 5 языках. На этот юбилейный сезон запланировано множество гастролей. Помимо выезда внутри республики, труппа также примет участие на 5-м фестивале театра Балтийского дома Санкт-Петербурга, а также покажет спектакль в Театре военного городка в Североморске, Мурманской области. Ну а сейчас коллектив усиленно готовится к спектаклям. По возможности к нам приходит режиссер, делает свои правки. Также, конечно, художественный руководитель Любовь Алексеевна дорабатывает какие-то, вносит правки. Работаем, оттачиваем танцы, работаем много со светом. В этом году по национальный проект «Культура» выделил нам финансовые средства в размере 8 миллионов 600 тысяч рублей на световое оборудование. То есть мы уже как полноценный театр уже можем показывать спектакли. Начинают этот театральный сезон с 3-го премьерного показа спектакля «Каргадона Эбяягнан». В спектакле будут различные перипетии между кланами, а также любовная линия между главными героями Ярхадана и Декимде. Режиссеры обещают незабываемый вечер с самым загадочным и завораживающим народом шуталицых. На этот спектакль я играю Удаганку. Дикторан зовут мою героиню. Очень интересная роль, на самом деле, потому что всегда такие характерные роли, они очень вкусные. Поэтому мне всегда приятно играть свою героиню. Ну, она ясновидящая, она немножко странная, она немножко наводит страх. У меня будет грим, я сейчас без грима. Вот.
тогда будет полный образ. В этом юбилейном театральном сезоне артисты обещают показать более 10 спектаклей каждую неделю по пятницам и субботам. Помимо этого будут различные концертные программы и творческие вечера. Открытие сезона у нас будет в 2 захода. Вот первый мы решили открыть Каркадоной. Вот первое открытие наше. И второе открытие решили открыть как-то пробный такой, как репетиция перед Питером, спектаклем Сергея Потапова «В чаще». Уже в эти выходные зрители ждет долгожданная премьера спектакля «Каркадона Бяягынан» в Театре народов Севера Гулун. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. Сюрприз для любителей искусства подготовил и театр оперы и балета. 53-й театральный сезон открылся эксклюзивной постановкой «Князь Игорь» по мотивам слова о полку Игореве. Русская классика в тесном переплетении с якутской национальной культурой обещает стать новым звучанием старой легенды. Главные партии князя Игоря Ярославны исполняют Александр Емельянов и Прасковья Герасимова. Партию князя Галицкого якутскому зрителю представил гость из Москвы Олег Диденко. Спектакль очень большой, насыщенный, с участием хора, солистов, балета и требует очень высокого профессионализма и мастерства. Спектакль уже проходил в Китае, в Москве, в Санкт-Петербурге в 2015 году. Но сейчас абсолютно новое прочтение, интересное. Гениальный мастер Андрей Савич Борисов ежедневно на ходу придумывает фишки, очень интересные задумки и абсолютно новое дыхание у этого спектакля. Рукодельница из Удачного Юлия Рудометкина делает куклы ручной работы и обучает своему мастерству всех желающих. В этом году мастерица получила грант главы Якутии на создание ателье выходного дня. Анна Васильева расскажет подробности. У каждой куклы, которая стоит на этих полках, свой характер и стиль. Все эти куклы сделаны руками мастерицы из Удачного Юлии Рудометкиной. Даже предметы гардероба для своих любимец Юлия шьет сама. А творит мастерица в основном в Центре дополнительного образования, где работает сегодня. И все начиналось, конечно, с семьи, с бабушки с моей. Я была маленькая, смотрела, как бабушка шьет. Она, именно бабушка, мне привила любовь к рукоделию. Смотря на нее, мне хотелось тоже точно так же шить. Меня очень завораживала машинка, на которой она работала. Это была машинка «Зингер». Она была очень красивая, с коваными педалями. То есть меня, наверное, это и привлекло. Она для меня была какая-то волшебная, эта машинка. С началом специальной военной операции Юлия со своими учениками не могла остаться в стороне. И так они все лето трудились, плетя москитные сети и пошивая балаклавы. Сейчас рукодельница полностью погружена новым проектом, ведь совсем недавно она выиграла грант главы республики на создание ателье выходного дня. Он ориентирован на социально уязвимые группы. Социально уязвимые у нас пенсионеры, мамы, находящиеся в декрете, потом, значит, женщины, попавшиеся в трудную жизненную ситуацию. И с помощью этого проекта я хочу научить женщин, благополучателей наших, научить освоить теоретические и практические навыки шитья. У нас будут новые машинки, техническая база, то есть будет очень хорошая машинка, оверлоки, парогенераторы, все это будет, ножницы, оснащение будет очень хорошее. Мы будем учить шить, и в дальнейшем мы планируем с нашей группой, с нашей командой и уже помогать нашим ребятам на СВО. В наше время хендмейд уже далеко не редкость. В каждом городе найдется своя мастерица с булавами и кистями. Однако среди рукодельниц можно найти и тех, кто делает эксклюзивные и очень необычные красивые работы. Анна Васильева, Мирный. Далее о спорте. В Якутске завершился финал спартакиады по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы республики. Это традиционные соревнования, которые проводятся с 2009 года. Самыми быстрыми, ловкими и выносливыми огнеборцами республики встретилась наш корреспондент. Каждое состязание в пожарно-спасательном спорте оценивается в первую очередь на время. На выполнение каждого уходит в среднем от 5 до 13 секунд, что очень важно. Ведь огнеборец – это тот человек, у которого нет ни секунды на промедление.
Вязка спасательной веревки, подъем по штурмовой лестнице, надевание боевой одежды и другие навыки, которые каждый пожарный использует в своей работе практически ежедневно. Тут имеет значение каждая миллисекунда. И сегодня лучшие 6 команд из Хангаласского, Намского, Верхнеулюйского, Горного, Вилюйского и Татинского районов готовы выложиться на все 100. В течение 6 лет команда Усть-Алданского района занимала первое место, а в этом году она сенсационно проиграла в региональных соревнованиях. И поэтому в этом году явного фаворита нету. Победит самая подготовленная и сильнейшая команда. Ну, пока вот Хангаласский ЛУЗ в финале никогда не был первое место. Вот. Сегодня настроились взять первое место. В прошлом году второе заняли. Вот в этом году мы настроились, потренировались хорошо. Среди судейской комиссии в этом году победитель прошлых соревнований, член сборной команды республики, которая отстояла честь Якутии, заняв 2-е место на межрегиональных соревнованиях Дальнего Востока, Тимофей Сергеев. Он занимается пожарно-прикладным спортом уже 10 лет и знает точно, как нужно выполнить дисциплину, чтобы не только победить в соревнованиях, но и спасти чью-то жизнь. Пожарный должен всю дисциплину правильно сделать. Одевание ремня, каски, сапогов, чтобы все правильно было. Если там неправильные, например, сапоги полностью не надеты, тогда уже это попытка. Время не зафиксируется. В среднем здесь по одеванию боевой одежды 8 секунд. Реально в ситуациях на пожарах тоже это самое. Тоже боевка лежит на стеллаже, прямо так же. И в каждом вызове одеваются так же и езжают на пожар. Спартакиада по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы – это не просто соревнование. В первую очередь, это способ поддержания профессиональных навыков пожарных, ведь именно они помогают им спасать жизни. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Якутск. А в спорткомплексе «Триумф» завершились всероссийские соревнования по боевому и спортивному самбо. Мероприятие посвятили памяти героя России Александра Рыжикова и сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга. Подробнее в материале Даяны Федоровой. Всероссийские соревнования по боевому и спортивному самбо проходят в 5 весовых категориях – 58, 64, 71, 79 и 88 килограмм. Участие принимают около 100 человек. Это спортсмены с разных районов нашей республики, а также участники из Монголии. Предварительные финальные схватки проходят в 2 возрастных группах. Первая группа у нас 13-15 лет, там выступают как юноши, так и девушки. Это такое у нас мероприятие немножко, оно не отборочное, но мы примерно хотим посмотреть спортсменов для участия, которое будет в следующем году в Детях Азии, Дети Азии соревнований. Также вторая возрастная группа, это 16-18 лет старшие юноши, которые в ближайшее время примут участие в чемпионате Дальнего Востока, который пройдет в городе Чите. Самбист Павел Гарипов приехал с Алданского района. Самбо он занимается 11 лет и является кандидатом в мастера спорта. На соревнованиях он занял 1-е место среди спортсменов, участвовавших в весовой категории 64 килограмма. На этих соревнованиях я участвую уже не в первый раз и являюсь неоднократным победителем. Я уже выступил, был у меня спортсмен из Якутска. Он был неплохо подготовлен, но я взял верх над ним и занял 1-е место. 15 сентября пройдут схватки по боевому самбо мужчин от 18 лет и старше. Победители и призеры будут награждены памятными медалями, грамотами и ценными призами. Даяна Федорова, Артем Алексеев, Якутск. Такой наши корреспонденты увидели уходящую неделю. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.